Друзья, чтобы понять, как научиться играть, я возьму одну татарскую песню, например, «Субуйлап», и покажу вам, как можно попроще, потом усредненно, потом как можно играть уже с полноценной орнаментикой, с мелизматикой, ну, национальной мелизматикой это сыграть. Вот, например, вот так. С небольшими форшлагами сыграл. Можно сейчас усложнить его, например. Оставить мелодию, больше форшлагов. И третий вариант, как вариант, вот примерно вот так можно. Тут уже идет просто импровизация больше, но не забываем про мелодию основную. Если мы делаем, просто акцентируем свое внимание только на орнаментике, на мелизматике, на татарской, то мы можем потерять мелодию, и то есть она не будет слушаться. Лучше сыграть попроще, но чтобы она была выразительна и в то же время соответствовала вот национальным традициям. Смотрите, давайте сейчас возьмем другую песню, перейдем на мажорный лад. Примерно то же самое. Я покажу на 3 вариантах и покажу еще как взаимодействие басов. То есть современное введение басов, а есть старинные. Я сейчас пока показывал вам на старинном ладу, на старинный манер. Давайте сразу объясню примерно. Вот современный стиль игры – это примерно бас, аккорд сразу идут вместе. А вот старинные манеры. Раздельно. Ну, примерно, давайте повторим то, что было в первый раз. Мелодия простая. Немножко усложним. Второй вариант. Добавляем форшлаги и триоли. Переходим на третий вариант. Тут уже можно и триоли, и форшлаги, и мелизматику, и импровизацию включить. Но опять-таки, еще раз повторяю, самое главное не забыть про мелодию. Все время в голове держим основную мысль – это мелодия. Чем отличается бас? Естественно, всегда сначала берем основу, это бас, потом аккорд. Также и в быстрых песнях.
основном басовой партии это аккомпанемент. Но бывает, что и можно и сольно играть, например. У меня сейчас в руках уже баян. Это итальянской фирмы Бугари, многотембровый, пятирядный баян. На баяне можно играть практически все. От национальных до классики Баха, Шуберта, Шопена, все можно играть. На первый взгляд гармошка и баян кажутся одинаковым, но на самом деле и звук, и извлечение, и игра, что в левой клавиатуре, что в правой, абсолютно разные. Это объяснять долго, но я могу просто вам сыграть. Вот давайте возьмем тоже татарскую народную песню, например, «Зенгар Кульмек». Вот одна фраза. На примере гармошки. Второй вариант. Сваршлагмен. И третий вариант. Уже импровизация. И вот когда включаете уже музыкальность, традиции, умение играть мелизматику, естественно, она уже звучит совсем по-другому, для души. Вот в этом и заключается талант музыканта и способности.